Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boylu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soylu. Министерство культуры Азербайджанской Республики объявляет открытый конкурс среди скульпторов на подготовку эскиз проектов памятника, который будет установлен в Баку в целях увековечения памяти видного представителя тюркского мира, народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова. Как сообщили в министерстве, конкурс пройдет с 15 июня по 31 июля. Эскизные проекты будут оцениваться членами экспертной комиссии по установке и демонтажу памятников, скульптуры, мемориальных и архитектурных комплексов Министерства культуры. Обсуждение проектов будет проходить в закрытом режиме. Информация о победителе конкурса будет опубликована на официальном сайте Министерства культуры спустя 15 дней после окончания основного этапа – 15 августа. Авторам, занявшим второе и третье место, будут вручены денежные премии в размере 2000 и 100 тысяч манатов соответственно. В Баку организован второй литературный фестиваль тюркского мира. На фестивале, который пройдет с 5 по 11 июня, представлены издания различной направленности, а также экспонируются произведения изобразительного искусства и изделия ручной работы. Фестиваль проходит в парке напротив здания Национальной академии наук Азербайджана. Наряду с различными мероприятиями и кинопоказами будут организованы Дни стран тюркского мира. Международный фонд тюркской культуры и наследия провел День казахской литературы в рамках второго международного тюркского фестиваля литературы и книг. На выставке книг были представлены произведения казахских писателей, историков и акынов на казахском и азербайджанском языках. Торжественное мероприятие началось с исполнения гимна Казахстана и продолжилось панельными сессиями на тему «История тюркской государственности и непосредственный вклад в нее казахского народа». Также фондом была организована концертная программа с исполнением кюев на дамбре, пением народной музыки и декламированием стихов Абая. На мероприятии приняли участие руководители Академии наук Азербайджана, члены Союза писателей, казахские комьюнити в Баку и люди, интересующиеся казахской литературой. В ходе выставки представитель Казахстана в Фонде тюркской культуры и наследия Талгат Муханов выступил с приветственной речью и поблагодарил гостей за активное участие в деле популяризации культурного наследия тюркского мира. Чрезвычайный полномочный посол Кыргызской республики в Азербайджанской республике Кайрат Усмоналиев и ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев провели встречу, на которой обсудили перспективы сотрудничества между Бакинским государственным университетом и крупнейшими университетами Кыргызской республики. В ходе встречи стороны выразили готовность к развитию сотрудничества в области науки и образования. Кайрат Усмоналиев отметил, что Кыргызстан и Азербайджан имеют долгую историю дружбы и сотрудничества и считает, что развитие отношений между Бакинским государственным университетом и крупнейшими университетами Кыргызстана будет способствовать укреплению связей между двумя странами. Эльчин Бабаев подчеркнул, что Бакинский государственный университет имеет большой опыт сотрудничества с зарубежными университетами и готов к установлению партнерских отношений с университетами Кыргызстана. В заключение встречи стороны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества, в том числе о перспективах обмена студентами и преподавателями, проведения совместных научных и культурных мероприятий и разработки общих проектов. Встреча с известной поэтессой и переводчицей Узбекистана Дильбар Ханум Гейдаровой и презентация ее сборника стихов, переведенных на узбекский язык азербайджанскими поэтами в клубе «Натаван» при Союзе писателей Азербайджана в Баку прошла с большим волнением. Поэтесса также особо отметила, что эта книга, кроме уважения и вклада в азербайджанскую литературу и поэтов, также служит еще большему укреплению дружеских отношений двух народов – узбекского и азербайджанского. Несмотря на то, что проходят века и годы, наследие, построенное на прочном фундаменте, никогда не разрушается, а развивается, проживается и остается как наследство будущим поколениям. Мы расскажем о карьерном пути Таштанбека Ахматова, оставившего большой след в жизни в Тонском районе Скульской области Кыргызстана, о успешной деятельности его нынешнего поколения. Кратко сообщим, что Таштанбек Ахматов
известным в Кыргызстане героем труда. О нем много писали, говорили, даже сняли документальный фильм. Таштанбек Акматов родился в 1938 году в селе Коксай Тонского района Иссыкульской области. Киргизский государственный политический деятель. 33 года проработал пастухом в колхозе 12-го съезда партии Тонского района Иссыкульской области. Внес большой вклад в развитие овцеводства республики. Был председателем Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, депутатом Совета национальности Верховного Совета СССР 9-11 созывов от Кыргызской ССР и народным депутатом СССР. Дважды герой социалистического труда. Он прошел путь от пастуха до вершины власти. В результате Таштанбек Акматов решил вернуться к своей первоначальной профессии чабана. Их дело продолжает сын Батырбек. Он установил памятник своим родителям в саду дома, где они жили. Самое главное, что памятник был воздвигнут в сердцах нынешнего поколения этой семьи. Также был создан частный музей имени Таштанбека Акматова. Во-первых, мы хотели бы познакомить вас с примерами использования опыта Таштанбека Акматова в сельском хозяйстве и животноводстве. Мы посетили музей в честь этого выдающегося деятеля в сопровождении его дочери Гульмиры Аим, которая является известной мастерицей в Кыргызстане и ряде других стран. Нас также пригласили на 4-й агрофестиваль, как программу «Мост дружбы» от телеканала «Пирамида» и Turkel-Media. Подготовка была сделана на очень высоком уровне. До начала агрофестиваля оставалось немного времени. Нас пригласили в дом, чтобы выпить чай. В доме, где мы побывали, весьма уютно. Гостиная комната украшена национальными предметами и личными вещами хозяев. Мы познакомились с хозяевами дома. Напомним, в этом районе в советское время располагалось овцеводческое хозяйство легендарного чабана Таштанбека Акматова. Сегодня его сын Батырбек Акматов разводит овец-мериносов, пасет скот и принимает туристов в этнотуристическом комплексе Джайчи. Отметим, бюст Таштанбека Ата находится в 2 шагах от дома, а еще здесь находится этнографический музей советского времени. Здесь установлен памятник его супруге Азинакан Макеновой, которая умерла 35 лет назад в возрасте 52 лет. Статуя матери и супруги в одеяниях хранительницы держит в одной руке младенца, в другой ягненка. Образ Азинакан, тянущую нижнюю часть сакмалы во время отсела овец отца Таштанбека, изображена как реальная картина. Посвящены этой статуе и стихи. Моя мать, которая любит служить своему народу. Моя мать, подарившая отцу двойную звезду. Даже если он месяцами ходит на встречи, моя мать, которая бессознательно заботится обо всех своих животных. Под нашим домом находятся корни таинственного древа, которое Азинакан посадила еще при жизни. Моя мама посадила это дерево, когда была жива. Дом стоит одиноко под таинственным древом. 9 разных ветвей произошли от одного древа. 9 детей рассказывают о рождении. О, таинственное древо скрывает жизнь прошлого, мамина радость и мечта. Он вырос в корнях древа, рассказывает Гульмира Аим, читая стихотворение, которое она написала для своей матери.
Жители этого края до сих пор помнят славную жизнь Азинакан и ее большой вклад в превращение героического пастуха в героя. Наша мама Азинакан Макенова, как символ огромного труда, работала тихо, не касаясь земли, у нее остановилось сердце. Я думаю, что статуя, посвященная моей матери, это в целом образ женщин-пастухов во времена Советского Союза, говорит Гульмира о своей маме. Мы находимся на площади проведения агрофестиваля. Луговой воздух, прохладный ветер под жарким солнцем. Сегодня это место можно сравнить с городком кочевников. На газоне уложены подушки. Там создали сцену для выступающих. Есть также коврики для удобства зрителей, чтобы они могли сидеть на зеленой траве. Фестиваль объявили открытым. После приветствий и кратких выступлений участников перед гостями агрофестиваля из Америки, Японии, Турции, Азербайджана и нескольких регионов Кыргызстана Баатырбеку Акматову и Гульмире Аим за успешную деятельность были вручены почетные грамоты и награды. Чего сегодня собирались, скажете? Биз бул жерге ушунча эл менен чогулганыбыздын себеби, ушул майрамдын максаты биздин Союз элине таанымал социалисттик эмгектин эки жолку баатыры, кыргыз элинин баатыры Таштанбек Акматов биздин атабыз. Причина, по которой мы собираемся на сегодняшнем аграрном празднике и проводим праздничные мероприятия, заключается в том, что Таштанбек Акматов, дважды герой социалистического труда, герой Кыргызской республики, наш легендарный отец-пастух, руководил здесь хозяйством во времена Советского Союза. Здесь прошло наше детство. Мы храним это место как зеницу ока и храним его священным. Наш отец разводил мереносных овец и трижды получил звание героя. Шкуру этих овец я использую для изготовления национальной одежды. Мы проводим такие агрофестивали с целью сделать кыргызскую традиционную ремесленную национальную одежду, изготовленную в современном стиле, сделать ее известной повсюду. Мероприятия мы проводим для того, чтобы показать гостеприимство моего брата Баатырбека туристам из зарубежных стран и познакомить с ним нашу нынешнюю молодежь. Ведь современные городские дети не умеют готовить продукты, содержащие много молока. Есть и те, кто думает, что молоко добывают из порошка. Есть те, кто никогда не видел и не знал о процессе изготовления одежды и продуктов до того, как пришел в магазин. Наша цель – предоставить нынешнему поколению и гостям из зарубежных стран кыргызскую национальную одежду и еду. Кроме того, приезжающие сюда туристы хотят познакомиться с нашей национальной культурой. Поэтому мы организовали такое праздничное мероприятие для туристов из городов Кыргызстана, а также из-за рубежа. Я участвовала во всемирной выставке, проходившей в Америке 3 раза. Например, я впервые взяла шарфы и шерсти мериноса на всемирную выставку в Нью-Йорке. В последующие годы я участвовала в ярмарках со своими одеялами. Все вещи, которые я везла, были распроданы мгновенно. Однако количество невелико. В Кыргызстане овечья шерсть не имеет ценности, а в городах есть поколение людей, которые заботятся о своем здоровье, ценят украшения из натуральной кожи, любят эксклюзивную одежду. Одежда с фабрики такая же. Однако количество людей, интересующихся элегантной и уникальной одеждой, изготовленной ремесленниками, увеличивается. Каждый хочет носить индивидуальную и разную одежду. Среди иностранцев также немало ценителей редкой одежды ручной работы. Женщины, которые работают на моей маленькой фабрике, придут в пряжу. Мы красим пряжу, привозим ее в город, переплетаем из нее изделия. Данным делом могут заниматься только терпеливые, целеустремленные люди. Некоторые спрашивают, почему одежда дорогая. На самом деле не всем известен долгий процесс прядения 1 килограмма пряжи, ее плетения и превращения в одежду. Пока что я единственный, кто ткет шерстяные ткани и шьет одежду в регионе самостоятельно. Ваша семья помогает вам в работе? Расскажите нам поподробнее. Нурбек по профессии зоотехник. Всю жизнь поддерживает меня, помогая в рукоделии. С пониманием относится к моей профессии. Нурбек также открыл предельную мастерскую в селе Кызылсу Кеминского района. У меня есть дочь и 2 сына. Они выросли в Бишкеке. Профессии и цели разные. Тем не менее, они помогают мне, когда я в этом нуждаюсь. Я была наставником тех молодых людей, которые интересовались рукоделием, и обучала их прекрасной профессии, доставшиеся нам от наших матерей. Некоторых из них я учу вышивать, вязать, шапки, работать с красками. Некоторым девушкам, имеющим талант к рукоделию и получившим направление, эта работа подходит как никогда.
Сейчас я пришлю. Бардык эле адам буга деген аябай чыдамдуу адам керек, анан өзү кызыгып, анан изденген адам керек. Жөн эле киши жазайм деп элбейт. Бир кээ бир айтат, мунун эмне кымбат дешет да. Анан мен айтам, 1 килограмм жибирип. Теперь я свободна от забот семьи. Я провожу много времени, обучая девочек рукоделию и работе. Кстати, кроме положения женщины в обществе, есть еще роль воспитания детей и материнства в семье. Вам сложно совмещать эти задачи? Я считаю, что детей, которые родились и выросли в городе, лучше много брать в деревню и вовлекать в сельскую местность, и вовлекать их в жизнь села. У нас есть животноводческая ферма моего мужа в Кемине. У нас есть пастухи. Разводим огород, есть свои фрукты и овощи. Мы воспитываем детей, чтобы они много работали. Сколько лет вы занимаетесь рукоделием? В этом году исполнилось 27 лет. В 1993 году в Кыргызстан приехала американская программа «Фермер фермеру». По программе было 3 направления: обучение переработке ячменя, джина, молока, изучение опыта американских фермеров. Например, целью было не покупать и употреблять овечью шерсть как сырье, а перерабатывать ее и производить из этой шерсти готовую одежду и товары. Торговля ячменем вместо зерна не приносит хорошей прибыли. Если из него производить пиво, это станет стабильным бизнесом. Кроме того, производство сыра более выгодно, чем продажа самого молока. Это была приемлемая программа. Приспособившись к овцеводческой ферме моего отца, мы выбрали сферу овцеводства. 20 женщин были приглашены на ферму моего отца в селе Коксай, где их обучали методам селекции по новой технологии. В то время моя мама была слепа, поэтому я отвечала за организацию этих процессов. Некоторые стажеры уехали в Америку с моим отцом и там приобрели дополнительный опыт. По требованиям программы нужно было набирать других, а не членов семьи. Однако к работе, начатой с добрых пожеланий, женщины не подошли серьезно. Некоторые боялись, что такая работа может негативно сказаться на их семье. Некоторые говорили, это не мое дело. В те годы женщины не избавлялись от привычного для них отношения к домострою и своим социальным правам. С другой стороны океана пришло такое оборудование, как прялки, ткацкие станки. Поскольку наша цель по созданию рабочих мест для граждан и началу работы не была выполнена, нам ничего не оставалось, как привезти оборудование в Бишкек и эксплуатировать его там. Я попросила у женщин тетради с уроками, полученными в рамках программы «Фермер фермеру», и сама начала читать их каждый день. Волонтеры посоветовали мне делать и продавать носки из пряжи. Первый продукт, носки, был распродан сразу за $50. После этого я начала вязать носки и свитера. Вскоре на кыргызский рынок стала поступать синтетическая одежда из Китая и Ирана. В те годы наши люди не знали разницы между синтетикой и настоящей шерстью. Они продолжали покупать ее по дешевке, потому что у людей не было денег. Наши заводы тогда остановились. В те годы тогда я думала, какую одежду я могу сделать из чистой овечьей шкуры, которая будет быстро принята народом. Эта мысль была в моем сердце. Однажды, когда я пошла на Ожский базар, там стояла группа людей, зачем-то в очереди. Когда я подошла к ней, это были мужские шейные платки индийского производства. Я подумала сделать этот шейный платок из овчины. Кыргызы шили шубы из шкур волка, лисы, леопарда, овцы с мясом сапсагай. В холодные дни можно было собрать воротник и защититься от холодного ветра, поэтому большой необходимости в шейных платках не было. Я была в Турции, Японии, Индии, Венгрии, несколько раз в Китае и Америке, и не только. На тот момент я поехала в Штаты, там я увидела новое свое направление. Набралась опыта, а теперь стараюсь шить модную одежду. Наряду с другой одеждой мы изготавливаем разные виды головных уборов. Однако у меня есть цель – сделать шарфы и одеяла брендом Кыргызстана. Шкур овец моего брата Баатырбека хватило на мой товар, ведь Баатырбек выращивает более 500 овец-мериносов. Однако очень жаль, что поголовье мериносов в Кыргызстане не увеличивается. В стране в изобилии разводят овец-мериносов
В стране необходимо разводить больше овец этой породы. Они сами могут оправдать существенную часть затрат на свое разведение. Цель моего брата – популяризировать разведение овец-мериносов, а моя цель – сделать из этой овечьей шерсти национальную одежду и сделать ее известной всему миру. Понимаете, вот вы очень интересно рассказываете, конечно, вот это очень интересно. Скажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно национальное? Вот такой, который вы хотели молодежи научить, рабочие места. Ведь есть очень много разных коммерческих деятельностей, да? А вы выбрали именно непростой труд. Биз эмгек менен көнгөнбүз. Биз жеңил оокатты жасаган бизге мындай анча деле эмес. Ошондуктан мен Наши родители воспитывали нас не для того, чтобы убегать от жизненных трудностей, а для достижения поставленных целей. Когда я была маленькой, моя бабушка говорила, если демона поднести к его носу, с неба упадет голубая бусина. Когда с моих детских чувств действительно с неба упала голубая бусинка, я подумала, получается, что она давала стимул ребенку и поощряла его к работе добрыми словами. Однако каждый раз, когда я отправляюсь в зарубежные страны, во время отлета в самолете, я вспоминаю слова своей бабушки. Держу пари, это синие бусы. Когда я была ребенком, в долине озера жила известная пастушка по имени Зейнеп Бейшикеева. Я тоже хотела быть известной, однако, хотя и не пастухом, я занимаюсь распространением национальных изделий из меха по всему миру. Предлагаем вернуться к интересным и запоминающимся моментам фестиваля. Самарла. Count. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Алыбек, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Вас на высшем уровне. Ой, молодцы. О, кыргыздар, вы прям как будто тренировались, а? Билгенсиздер го? Please be careful. Буттарын арды денелериңизди абайлагыла. Биттиңерби? Отметим, здесь участники также показали и свою силу. Видно, да? Опа. Мынакей. Ошентип туруп, азыр бир волонтер, экинчи волонтер да азыр отурат. Кана? Ким каалайт? So now, who would like to try it? Two gentlemen. Boşlap duruz. Olur be kollar.
Телевизион üstten kapat, üstten bırak. Айзелекке тартышат. Биздин балбал кыздарыбыз. Кана Маркелага кол чаап тургула, Айзелекке кол чаап тургула. Кана кеттик. Айзерек, Маркела, Айзерек. На сегодняшний день я получила более 100 грамот и дипломов многих фестивалей и ярмарок, но пока в моей копилке нет государственных наград. Я считаю, что каждая из полученных мной наград охватывает отдельную эпоху моей деятельности в области рукоделия. Это большая честь для меня, ведь я хочу посвятить свою жизнь распространению давно существующего кыргызского искусства и обучению ему молодежи. Я сравниваю, как развивается кустарное производство в соседних странах. Например, меня часто приглашают в Таджикистан, Казахстан и Россию. Согласны ли вы с мнением, что женщины слабее мужчин? Нет, я так не думаю. Если вы считаете себя слабым, другие будут относиться к вам соответственно. Я считаю, что женщина 21 века должна хранить очаг семьи, воспитывать детей в нравственности и знаниях, стать человеком, который может принести пользу обществу. Необходимо показывать работу, путешествовать по миру, готовить учеников, которые понесут эти технологии, новые знания далее. Здесь семья моего брата Батырбека разводит овец и развлекает туристов. У жены есть масло, курут, хлеб, чабан. Все блюда готовятся нашей дочерью. С одной стороны, цель состоит в том, чтобы жители окрестных деревень готовили и продавали туристам свою национальную еду. Например, традиционный способ приготовления хлеба был забыт и выходил из употребления. В этом году здесь берутся за выпечку в кастрюлях и сковородках. Предпринимаются большие усилия по воспроизведению пищевых продуктов, приготовленных из молока. Что послужило причиной создания ремесленного производства? Когда мы были маленькими, мы брали коровью кожу и делали из нее шарик. Моя прабабушка и мама делали шерсть и войлок, когда были в поле. Несмотря на то, что у них было много обязанностей, связанных с заботой о многих детях и уходом за домашним скотом, они находили время для вязания, плетения пестрого войлока. Летом много дождей. Когда на улице шел дождь, мы не могли выйти. В это время мамы беседовали и подолгу сидели, занимаясь рукоделием. Вместе с мамой я обучалась процессу создания изделий. Мяла войлок, снова стирала, помогала во всех процессах. Училась смешивать и сочетать краски узоров. Этот навык ты совершенствуешь всю жизнь. Почему-то мама хотела больше привлекать меня к рукоделию. Многие девушки вышивали. Почему ты не вышиваешь? Несколько лет назад женщина, знавшая мою мать, сказала мне: «Это подарок мне от Азинакан. Теперь ты храни это как благословение и спрячь». Она передала мне шелковый носовой платок. Моя мама сделала его, когда была еще юной. Это похоже на красивое произведение искусства. Моя мать, вероятно, хотела, чтобы я стала известным ремесленником из Раматии. Когда я расслаблялась, моя мама говорила: «Ну, я могла бы отвести тебя к известному и талантливому мастеру по имени такому-то». Что касается меня, то мне нравилось преподавать кыргызский язык и литературу в школе. Мы с Нурбеком поженились, когда Нурбек учился в партийной школе в России. Я жила у свекрови в селе Кимин с 2 детьми. В 1992 году союз распался, у людей возникла нехватка продуктов, начались кризисные годы. Сообщалось, что факты нехватки хлеба поступают из разных уголков республики. В то время люди узнали о моих ремесленных способностях. Был заказ, моя свекровь поощряла осуществление желания Азинакан, чтобы я стала ремесленником. Женщины в деревне приносили мне поделки и стали делать их на заказ. Женщины в деревне просили меня сделать поделки, сделать работу на заказ. Некоторые из них платили сахаром, чаем, кто-то сливками, кто-то айраном. Я говорила свекрови: «Мама, давай я сделаю бесплатно. Мы раньше делали то, что женщины просили». Моя свекровь на это мне ответила: «Они приносят это с добрыми намерениями и хорошими мыслями. Не оставляй свое сердце, возьми то, что тебе дают». Моя решимость достичь своей цели толкала меня
меня вперед еще больше. Мы обратились к индийскому деловому партнеру за работой, начали производить много этикеток надежного качества с торговой маркой Гульмира из Индии, с надписью «Сделано в Кыргызстане», специально написанной на английском языке. Только после этого мои продукты стали очень нравиться нашим покупателям. Когда я ездила на выставки, организованные торгово-промышленной палатой Кыргызстана, покупатели не просто выкупали, они начинали говорить: теперь нужно сделать это место таким, а это место таким. В 1997 году я получила малую медаль с такой выставки, а в 2002-2006 годах я привозила домой золотые медали кыргызских ярмарок и выставок. Каждый год привожу дипломы и сертификаты ярмарок, прошедших в столице. В 2012 году я получила награду «Лучший предприниматель» также от мэрии столицы. Сегодня женщины занимаются прядением на фабрике в селе Кызылсу Кеминского района. Мы привезем пряжу в Бишкек и превратим ее в товар. Вы поставляете товар в другую страну? Сегодня прогрессивные люди мира поддерживают экологически чистую одежду. Америка, Германия, Франция, Венгрия, Шотландия, Англия, Швейцария, Турция, Китай, Индия, Япония и не только. В других странах наша одежда и сувениры с брендом Гульмира вызвали интерес. Чем больше мы участвуем в мировых выставках, тем больше опыта приобретаем. Например, на большую выставку в Шанхае я взяла небольшое количество товаров, о чем очень пожалела. На мой взгляд, дальше будет сложнее. Китайцы сами производят товары и хорошо конкурируют. Время теплых вещей из шерсти прошло, подумала я, а мои пончо, шапки, шарфы, одеяла были раскуплены за день до вечера. В последующие годы то же самое произошло и на Всемирном фестивале ремесел, ежегодно проводимом в Америке. Развитые страны очень ценят тот факт, что ремесленники делают свои национальные изделия с огнем в сердце и любовью. Они заинтересованы в здоровых, качественных продуктах. Деньги, которые они заплатили за ярмарку, будут возмещены, ведь они очень хорошо рекламируют ее. Затем участники и гости провели конкурс образцов, специфических для отрасли животноводства. Например, были такие соревнования, как дойка коров, стрижка шерсти, чистка шерсти. Акырын шашпайбыз, шашпайбыз. Мында. Now we need 6 boys, 6 gentlemen. 6 erkek çıkla, 6 mırza çıkla, 6 jigit çıkla бұл жақ. Хукума Халилова, президент Туркелмедиа, автор и ведущая программы Мосдружбы, также приняла участие в конкурсе по стрижке шерсти овец-мериносов. Конечно же, победителей наградили. Бұл жерге чогулуп атканыбыздын максаты негизги түпкүлүгү менин атам Ахмат Таштанбек. Атам бул жерде созубагынан бери эмгектенип,
Я пошел по стопам отца и уже много лет развожу овец-мериносов. Мы должны донести ценность овечьей шкуры мериноса до людей. Кроме того, летом мы строим здесь юрты и принимаем туристов. Сегодня из Америки, арабских стран, Франции, Германии, России, Турции и других стран приезжают туристы. Большая группа туристов приехала из Турции 3 дня назад и отлично отдохнула. Много гостей приезжают из Турции. Мне сказали, это место, которое включает в себя всестороннее туристическое направление и привлекает людей своим разнообразием. Нам очень нравится аутентичная национальная еда, приготовленная из экологически чистых продуктов. Иностранцы очень любят по утрам свежеиспеченный горячий хлеб, парное молоко, сливки и муку, смешанную с кефиром. Отныне я буду приглашать наших турецких братьев, чья история, происхождение и язык одинаковы с нами. Приезжайте сюда и отдыхайте. Велика роль шерсти овец-мериносов в развитии туризма и создании рабочих мест. Из этой шерсти изготавливают серую овчину, белые шапки, войлок, шарфы, платки, носки, женскую одежду. Моя сестра Гульмира Акматова использует старинный метод и шьет современную стильную одежду, подходящую для современной молодежи. Как говорится, работу человека земля не ест. Мой труд оценили и наградили медалью «Мастер кыргызского творчества». Мы проводим агрофестиваль уже в 4-й раз. Иностранные туристы любят принимать участие в стрижке овец, играть в национальные игры с местными жителями. Вместе с жителями мы организовали заказник. Есть леопарды, горные козлы, орлиное гнездо и не только. Есть также разные виды животных и птиц. Туристы приезжают посмотреть на них. Хотя они и не могут видеть животных вблизи, им интересно открыть установленные там видеокамеры. Ведь по ту сторону Иссык-Куля находится 70% леопардов, обитающих в Средней Азии. Многие туристы любят кататься на лошадях. Мы предоставляем для них услугу конных прогулок и обеспечиваем безопасность наших гостей. Позвольте мне рассказать вам историю. Недавно пожилая женщина из Германии плакала утром в саду. Я подбежал к ней, но не понял того, о чем она говорила. Я не знаю немецкого языка. Я разбудил переводчика, который еще спал. Пожилая женщина сообщила: я побывала во многих мегаполисах и местах, однако такого красивого места с ясным небом, окруженным кыргызскими горами, пением птиц на деревьях и чистым воздухом я в жизни не видела. Многие молодые люди были бы обеспечены работой, если бы их научили, к примеру, прясть и ткать, как это делали их предки в Кыргызстане. Побольше бы сырья для ремесленников, налоги были бы уплачены в бюджет, были бы открыты предприятия по переработке. Добрый день, меня зовут Аймен Касенов. Я занимаюсь вопросами развития в разных сферах, в целом развития нашего Кыргызстана. Основной задачей является то, как нам, сохранив наши традиции, гармонизировать их с современными технологиями и как правильно их использовать на благо развития нашего народа. Вопросы развития туризма, вопросы развития разных отраслей, в частности, разведения, селекции нашего горного мериноса, вопросами организации переработки этой шерсти, переработки мяса, вопросами организации вывода их на внешние рынки и, скажем, вопросами, как правильно занять нишу на международных рынках именно с нашей продукцией. И как вам это получается? Ну, успехи есть, надеюсь, что хорошо получится. Ну, например, мы зарегистрировали торговую марку, называется уже Кирина. Как вы знаете, меринос, он зарегистрирован, мерино, как торговая марка, зарегистрирована за австралийскими и новозеландскими производителями. Вот наша меринос, который производится из кыргызского горного мериноса на нашей территории, будет называться Кириной. Торговая марка под названием Кирина, она уже зарегистрирована, и мы надеемся с этой торговой маркой выйти на внешние рынки. А вы можете называть бренды, как бренды Кыргызстана? Что вы можете назвать брендом? Бренды Кыргызстана – это то, что мы здесь производим, то, что известно у нас уже. Это, например, торговая марка «Органик», производство соков, «Кыргыз Экопродукт», торговая марка также «Сонун», то, что производится и перерабатывается, то, что у нас. А также есть компания «Аталык», которая производит под торговой маркой «Аталык» разные продукты потребления, начиная там от молока, заканчивая там производством
там, вин, шампанское, значит, коньяк, это все торговые марки. А насколько востребованы ваши вот бренды? Вообще производство органического, экологически чистого продуктов питания, оно очень востребовано в мире. И оно будет востребовано в дальнейшем, потому что от этого зависит вообще здоровье людей, да? Какую хорошую и органическую натуральную продукцию они кушают. Другой вопрос, что мы должны научиться правильно это делать в маркетинге, выводить нашу продукцию, экспортировать, выводить и занимать свои правильные ниши и позиционироваться на рынках. Вот этим вопросом мы пытаемся заниматься. Что и в какие страны уже экспортировали? Ну, насколько я знаю, экспорт идет у нас и в Японию идет, это наш мед, и в Европу мед хорошо идет. Я уже не говорю о ближнем зарубежье, это в страны России идет, в страны СНГ в целом идет. Я знаю, что вот и в Турцию очень много нашей продукции уходит, именно органического производства. Но оно, возможно, не в таких больших количествах, но оно должно быть, даже если мало, оно должно быть очень качественно и, соответственно, иметь соответствующую цену.